Семейные ценности, защита человека труда, доступная и качественная медицина для каждого. Эти поправки играют не последнюю роль для жителей сельского поселения Насыркорт Хаджибекара Аушева. Прийти и отдать свой голос он решил, чтобы обозначить собственную активную гражданскую позицию. Мы живем в этом государстве, мы живем в этой республике. Я и другие, мы пользуемся благами и удобствами республики и государства. Государство нам выделяет и пенсии, и детские пособия, у нас образование, у нас бесплатная медицина. Мы всеми этими доступными ценностями пользуемся сегодня. Вот потому я посчитал нужным отдать свой голос, не быть в стороне Конституции. Я выделил несколько пунктов. Это семейные ценности, во-первых, второе, индексация пенсии и быть патриотом своего государства и своей республики. Также на всероссийское голосование пришел и сам глава административного округа Насыркорта. Признается, что детально изучал изменения, внесенные в Конституцию. Для себя он выделил поправки, касающиеся чиновников, а также сохранения культурного наследия. По его мнению, это изменения, которые определят дальнейшую историю Ингушетии и России в целом. Вот эти самые брошюры я с собой ношу в течение вот этого последнего месяца, потому что много приходится рассуждать об этом. В этой Конституции поправка пошла такая, что люди, которые работают во высшей власти Конституции, не должны иметь счет за границей, только работать должен в России, и счет должен быть их сбережений только в нашей стране. Сохранение культурного наследия. Нам, ингушам, особенно вот эта статья сохранения культурного наследия очень нужна. У нас горы, в горах у нас башни, у нас свой язык доступный, и никто нам не запрещает свой язык. Хотя общий язык это у нас российский, русский язык, но наряду с общими языками у нас доступный ингушский язык. И наши горы, их надо сохранить, наши башни надо сохранить. Вот пусть люди должны понимать, что против ни одной статьи здесь нету. А вот тем, кто боится приходить в избирательный участок из-за пандемии коронавируса, беспокоиться нечем. В помещении предусмотрены все рекомендации Роспотребнадзора, начиная от средств индивидуальной защиты, заканчивая отдельным входом и выходом для голосующих. Кто приходит на наш избирательный участок, мы встречаем у входа. Вот здесь вход, лежит специальный коврик для дезинфекции, и они подходят сюда к дежурному, он измеряет температуру, затем дает все средства индивидуальной защиты, которые сейчас вот здесь перед вами, перчатки, маску, ручки. Если нужно, значит, для дезинфекции стоит вот такая вот жидкость. Они дезинфицируют руки. И тогда уже только затем идут к участковой комиссии. Активность избирателя не теряется даже в будние дни. Как отмечают в комиссиях, обычно прирост достигается во время выходных, а также ближе к вечеру, когда население только приходит с работы. У нас на участке избирателей 2700. И, естественно, высокая активность, потому что в любом случае это село и знакомы. Мы знакомы первый год работаем, долгие годы. И за счет этого может быть. Но люди ходят свободно от времени вечером, в основном на выходные дни. Выходные воскресенья были у нас. Активность хорошая, я довольна. Голосовать за поправки или нет – это дело каждого, однако выразить свое мнение просто необходимо. А для этого нужно прийти в избирательный участок и сделать свой выбор, от которого зависит судьба миллионов граждан нашей необъятной страны. Хава Газикова, Магомед Майсигов, Новости 24.